уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеевна. Сегодня в нашей передаче мы говорим о пневмонии у детей и подростков. Пневмония у детей – это острое инфекционное заболевание легких с поражением ткани легкого. При этом происходит заполнение альвеол эксудатом, то есть воспалительной жидкостью. Пневмония относится к наиболее тяжелым заболеваниям детского возраста. Несмотря на достижения диагностики и фармакотерапии, показатели заболеваемости, осложнений и смертности от пневмонии среди детей остаются стабильно высокими. Пневмония развивается в обычной жизни ребенка, часто как осложнение острых респираторных вирусных инфекций. Причиной развития воспалительного процесса в легких могут быть различные возбудители. Это патогенные микроорганизмы, вирусы, паразиты, патогенные грибы. Но возникновение заболевания решающую роль играет состояние организма ребенка, его реактивность, наследственная предрасположенность к заболеваниям органов дыхания, врожденные дефекты органов дыхания и ферментных систем, иммунодефицитные состояния, недоношенность, осложненные роды, очаги хронической инфекции в носоглотке. Большое значение имеет фактор переохлаждения. Пневмония может поражать целую долю легкого, один или несколько сегментов, альвеолы или группы альвеол. Наиболее характерные признаки пневмонии – это температура тела более 38 градусов в течение 3 суток и более. Одышка с числом дыхательных движений более 60 в минуту для детей до 3 месяцев, более 50 в минуту для детей до 1 года, более 40 в минуту для детей до 5 лет. Одышка выявляется тем чаще, чем обширнее поражение легких. Также для пневмонии характерно втяжение уступчивых мест грудной клетки, кашель с мокротой или без нее и синдром интоксикации, то есть это плохой аппетит, возбуждение или вялость ребенка, нарушение сна, плаксивость, бледность, тахикардия. А также характерен синдром респираторно-катаральных изменений, насморк и конъюнктивит. При осмотре врачом выявляются стойкие локальные изменения в каком-либо участке легкого. Также выявляются изменения со стороны общего анализа крови, которые свидетельствуют о наличии воспалительного процесса в организме ребенка. Но основным методом диагностики пневмонии является рентгенография органов грудной клетки. И главный диагностический признак – это наличие воспалительного инфильтрата. Пневмонии различаются также по тяжести течения и наличию или отсутствию осложнений. Пневмония может протекать очень тяжело. Она характеризуется наличием цианоза, признаков тяжелой дыхательной недостаточности, нарушением сознания, отказом ребенка от питья и пищи. Тяжелая пневмония характеризуется наличием втяжения уступчивых мест грудной клетки, у грудных детей кряхтящим дыханием и раздуванием крыльев носа. Несвоевременно леченная пневмония может приводить к различным осложнениям. Это, например, разрушение ткани легкого, вовлечение в процесс плевры и другие осложнения. Как же можно помочь ребенку с пневмонией? Не менее 3 раз в день должна проводиться влажная уборка помещения. В течение всего периода лихорадки необходимо соблюдать постельный режим. Для облегчения дыхания головной конец кровати нужно приподнять на 30 градусов. Малышей запрещается туго пеленать. Чтобы предупредить застойные явления в легких, ребенка нужно поворачивать с одного бока на другой и чаще брать на руки. Помещение, где находится ребенок, нужно проветривать несколько раз в день. Оптимальная температура помещения 18-20 градусов. Если ребенок дышит сухим и теплым воздухом, загустевшая мокрота перестает выполнять свои защитные функции и нарушается проходимость дыхательных путей. Поэтому необходимо применение бытовых увлажнителей воздуха и отказ от использования обогревателей. Питание ребенка должно соответствовать возрасту и быть полноценным. Отсутствие или значительное снижение аппетита у заболевшего ребенка – это типичный симптом. Его выраженность прямо связана с тяжестью болезни и имеет абсолютную биологическую целесообразность. Попытки насильственного кормления недопустимы. Акцент нужно делать на продукты, богатые углеводами. Необходимо уменьшить разовый объем пищи при увеличении числа кормлений. При сильном и частом кашле необходимо
исключить из рациона продукты, частицы которых могут быть аспирированы. Это сухари, сухие печенья, ягоды с косточками. С целью восполнения недостающего объема пищи дополнительно вводится жидкость в виде питья. Дополнительное питье способствует разжижению и отделению мокроты. В качестве питья можно использовать клюквенные и брусничные морсы, отвары шиповника, черной смородины, сухофруктов, кислые соки. Температура жидкости, используемой для питья, должна быть близка к температуре тела, так как при этом максимально укорачивается время всасывания. Важное значение имеет уход за кожей ребенка. Необходимо своевременно менять увлажненные потом или другими выделениями пеленки, нательное и постельное белье. Также необходимо следить за регулярностью физиологических отправлений организма. О профилактике пневмонии нам расскажет врач-педиатр высшей квалификационной категории, заслуженный врач Чувашской Республики Надежда Николаевна Григорьева. Основные рекомендации по профилактике пневмонии следующие. Необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, чаще прогулки совершать на свежем воздухе и, конечно, не курить и не употреблять алкоголь, особенно это важно для подростков. Необходимо здоровое и полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов. То есть в питании обязательно должны ежедневно присутствовать мясо, рыба, яйцо, молочные продукты. А также 50% всего рациона пищевого должны составлять овощи и фрукты. До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями нужно сделать обязательно прививку от гриппа, потому что пневмония часто является осложнением гриппа и протекает, как правило, очень тяжело. Для профилактики пневмонии у детей еще существуют вакцины против гемофильной и пневмококковой инфекции. Необходимо тоже ежегодно прививать детей против этих инфекций. В холодное время нужно одеваться по погоде. Избегайте переохлаждений и сквозняков. И следует соблюдать режим проветривания, влажной уборки в помещениях, особенно если в семье уже есть больной. Как можно чаще мойте руки, промывайте носовые ходы физраствором. В период заболеваемости гриппом нужно избегать контакта с больными ОРВИ гриппом и использовать при этом маску для защиты себя от заболевания. И воздержаться нужно от посещения мест, где много скоплений людей. И в заключение хочется сказать, если вы заболели или заболел ваш ребенок, не нужно ходить на работу или вести ребенка в сад, в школу, потому что вы можете заразить и еще хуже можете получить осложнение собственного заболевания. Детей, заболевших пневмонией, всегда госпитализируют. Им назначают антибиотики, симптоматическое лечение, все индивидуально для каждого, с учетом возраста, с учетом тяжести заболевания. Будьте здоровы, не болейте. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.